Добрый день, уважаемые жители Ильшевского района. Сегодня у нас четверг, и по традиции в администрации района мы проводим брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге у нас участвует начальник отдела муниципальной службы информационно-аналитической и кадровой работы Рустам Дергамединович Хисамединов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеиркиевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Об общей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в республике расскажет Рустам Дергамединович. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 30 052 случая заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 130 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 292 человека, из них в тяжелом состоянии 19, подключенных к аппарату ИВЛ 9. На амбулаторном лечении находится 5130 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 222 пациента, всего за период пандемии 24 322 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19, всего умерших 308. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки 158. Выписанных пациентов с пневмонией 132. 10 марта состоялось заседание Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим, какие изменения внесены в указ и сохранились ли какие-либо ограничительные меры для пожилых людей? Глава Башкортостана Ради Хабиров провел очередное заседание штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На нем обсудили меры по снижению заболеваемости жителей и дальнейшей работе отрасли экономики и социальной сферы в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки было предложено возвратить к нормальному формату работы культурные и спортивные учреждения. В частности, театрально-концертные организации, кинозалы и дома культуры смогут заполняться на 100%. Соревнования республиканского и всероссийского уровня также можно будет проводить без ограничений по заполнению зрительских мест. При этом базовые требования безопасности остаются неизменными. Это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, санитарная обработка помещений. Глава региона подчеркнул, что в случае неблагоприятного развития ситуации больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек. По рекомендации экспертов Министерства здравоохранения Республики и регионального управления Роспотребнадзора, участники заседания приняли решение продлить до 25 марта текущего года обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Спасибо за информацию. С общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в районе ознакомит Гульназ Ришатовна. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 11 марта всего лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в нашем районе 498. Это плюс новых 10 случаев за неделю. Выздоровление на этой неделе больше, это плюс 30 выздоровлений за неделю, 476 человек или почти 96%. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 15 пациентов с легкими формами течения инфекции. В инфекционных госпиталях республики стационарное лечение получают 7 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, и еще 6 пациентов находятся с диагнозом коронавирусной инфекции, вирус не идентифицирован. Всего проведено 13 688 проб на коронавирусную инфекцию, и 94% из них готовых результатов. В районе, как и по всей республике, продолжается активная вакцинация от коронавируса. Расскажите об этом подробнее. С начала пандемии продолжает к нам поступать вакцина ГАМ-ковид-ВАК или Спутник Ви в наше медицинское учреждение. На сегодняшний день мы получили 845 доз вакцин. Кроме этого, мы также начали получать однодозные вакцины. До этого были пятидозные, то есть одна доза рассчитана на одного человека, и каждый желающий может подойти в любое время и сразу на месте в это же время получить вакцинацию, нежели ждать 5 пациентов
до открытия флакона пятидозной. Всего проведено в нашем районе 688 вакцинаций, это плюс 183 вакцинации за неделю. Из числа привитых 451 человек охвачены вторым компонентом вакцины, это 66%. Постпрививочный статус у всех без осложнений. Напоминаю, что у нас вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете старого здания поликлиники после осмотра врача-терапевта в 7-м кабинете. Еще хочу напомнить, что необходимо подойти с паспортом СНИЛСом, и после проведения вакцинации 30 минут необходимо медицинское наблюдение в нашем медицинском учреждении. Вакцинация проводится в 2 этапа. Первый компонент вводится в день обращения после осмотра терапевта. Вторая вакцинация проводится через 21 дней после первого проведения. И через 42 дня после второй вакцинации у нас в организме образуется защитный титр антител. В марте месяце мы начали организовывать выездные формы вакцинации. В праздничные выходные дни вакцинация у нас проводилась на базе врачебных амбулаторий, а также силами передвижного фельдшерско-акушерского пункта возле крупных торговых центров нашего района. Таким образом, мы в выходные праздничные дни смогли провакцинировать 82 человека. И на сегодняшний день у нас планируется выезд медицинских работников во 2-ю школу, гимназию номер 1, 3 и 6 детские дошкольные учреждения. Вакцина ГАМ-ковид-ВАК вошла в национальный календарь вакцинации. Что это означает? Вообще национальный календарь прививок предусматривает 2 вида вакцинации. Это профилактические и по эпидемиологическим показаниям. Профилактические прививки у каждого человека начинаются на уровне родильного отделения, это традиционные прививки БЦЖ и гепатит. И дальше уже медицинские работники детской консультации продолжают прививать ребенка от особо опасных инфекций, такие как корь, дифтерия, столбняк, паротит. Хочу акцентировать, что даже ветрянка сейчас вакцинация входит в национальный календарь, и имеются вакцины паротит, коклюш, гепатит Б и так далее. Касаемо вакцинации COVID-19, она вошла в календарь по эпидемиологическим показаниям. Минздрав Российской Федерации его не только включил в национальный календарь прививок, но и разработал уровни приоритета при иммунизации населения. То есть самыми приоритетными населениями первого уровня, как мы их называем, относятся медицинские работники, педагоги, сотрудники МФЦ, социальные работники и лица с хроническими заболеваниями. На 2-м уровне находятся работники транспортных организаций, энергетической сферы, сотрудники правоохранительных структур, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг и вахтовики. 3-й уровень – это государственные служащие и студенты старше 18 лет, а также призывники относятся к приоритетам 3-го порядка. Согласно полномочиям, которые даны президентом Российской Федерации с учетом эпидобстановки, органы власти в субъектах имеют право также изменить уровни приоритета при проведении вакцинации. Расскажите, пожалуйста, вакцинироваться можно только по месту жительства или же можно обращаться в любое медучреждение республики? Минздравом Республики Башкортостан даны разъяснения по поводу вакцинации желающих. И хочу сакцентировать внимание, что любой человек, независимо от прописки, независимо от прикрепленной медицинской организации, может обратиться в любое медицинское учреждение и изъявить желание на вакцинацию и получить эту медицинскую услугу. А если человек сделал оба компонента вакцины, ГАМ-ковид-ВАК, впишут ли в нашей поликлинике эту прививку в прививочный сертификат? Самый распространенный способ получения сертификата, может быть, даже QR-кода, как мы видим в госуслугах, это, конечно же, через личный кабинет в портале государственных услуг. После введения 2-й вакцинации и после введения данных пациента о том, что проведена вакцинация в регистр вакцинации COVID, приходит уведомление на мобильный телефон пациенту о том, что вам сделана 2-я вакцинация и вам выдан сертификат о проведении вакцинации в этот же день, в эту же минуту. И каждый пациент может в личном кабинете
может распечатать, загрузить, значит, этот документ и распечатать. Этот сертификат является действительным и везде требующим всем соответствия. Но кроме этого, мы по запросу пациентов, у кого нет возможности иметь личный кабинет в государственных услугах, мы также можем выдать справку от имени нашей медорганизации, что вам сделана прививка, и также внести запись в прививочный сертификат. В связи с этим я рекомендую всем нашим гражданам района зарегистрироваться на портале государственных услуг и иметь личный кабинет, потому что это позволит не только отслеживать ситуацию по вакцинации, но и также отслеживать ситуацию по другим сферам деятельности. Еще такой вопрос интересует наших жителей. Ложусь на операцию в больницу. Нужно ли сдавать тест на ПЦР и его проведение платное или бесплатное? С декабря 2020 года требования по проведению теста ПЦР перед плановой госпитализацией сняты. То есть это означает, что если человеку назначили стационарное лечение в медицинской организации, то проведение теста ПЦР оставлено на усмотрение лечащего врача. И таким образом тест проводится в медицинской организации, куда пациент госпитализируется. Кроме этого, в этой же медорганизации могут быть применены дополнительные меры диагностики, в том числе и компьютерная томография. Данный вид помощи в рамках программы госгарантии оказывается бесплатно. Благодарим вас за подробную информацию. А теперь перейдем к другой немаловажной теме, тема весенний паводок. О том, как в районе готовиться к весеннему половодью, расскажет Рустам Дергамеддинович. Началась весна, значит, недолго осталось и до паводков. Прогнозы пока разные, все будет зависеть от погоды. Метеорологи обещают более точные прогнозы после 20 марта, но из-за обильного снегопада есть опасность половодья в отдельных местах. Готовность к паводкам в районе взята под особый контроль. В нашем районе создана специальная комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, проверке работ по подготовке к паводкам. В сельских поселениях ведется разъяснительная работа среди населения. Люди заранее обучаются навыкам реагирования при непредвиденных ситуациях. В населенных пунктах в зоне риска подтопления раздаются инструкции. На основании распоряжения главы администрации муниципального района принят план подготовки к наводнениям, согласно которому на первый план поставлены задачи по снижению уровня воды в гидротехнических сооружениях, расчистке дорог от снега, вывозу снега, обеспечению исправности мостов, очистке коллекторных труб, очищение от снега и льда. К опасной зоне относятся деревни Кипчаково, Ябалаково и Лишево возле реки Сюнь, дома и другие объекты, расположенные возле рек Базы, Белая. Обеспечение безаварийного пропуска весеннего паводка зависит от высоты снежного покрова, толщины льда и глубины промерзания почвы, но возможно и резкое потепление. Аварийно-спасательные службы будут готовы к этим ситуациям, поэтому различные оборудования, технические аварийные бригады на линии готовности. Необходимо быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Наша задача сегодня – не допустить происшествий и невосполнимых потерь во время паводка. Спасибо большое за информацию. Уважаемые жители района, на этом мы завершаем наш брифинг. Встретимся с вами в следующий четверг. Не болейте и берегите себя.